Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. К прокурору Среднеколымского района на личный прием обратился 81-летний местный житель с вопросом об обосновании отказа банка в проведении денежной операции. Гражданин пояснил, что в декабре 2019 года ему на мобильный телефон поступили звонки от неизвестных лиц, которые, представляясь сотрудниками одного из банков России, предлагали ему возврат денежных средств в размере 800 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарства. Для получения денег пожилому человеку предложили перевести 30 тысяч рублей в адрес сотрудника банка, объяснив это тем, что якобы это комиссионный сбор. Пожилой человек поверил злоумышленникам и решил перевести деньги через филиал банка, расположенный по месту его жительства. Однако в проведении денежной операции ему сотрудники банка отказали в связи с подозрительностью. Гражданину разъяснено, что он стал жертвой мобильного мошенничества. Сообщение о преступлении передано прокурором в полицию для проведения процессуальной проверки. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». За минувшие выходные в ходе оперативно-профилактической операции «Быт» участковые уполномоченные полиции Якутска выявили 5 фактов нарушения оборота алкогольной продукции. Возле жилого дома по улице Дежнева участковым выявлен факт реализации алкоголя из машины Toyota Vitz под управлением 44-летнего водителя. На месте изъят 1 литр водки. Участковый уполномоченный 2-го отдела полиции выявил факт незаконной реализации пива в продуктовом магазине по улице Каландарашвили. В отношении 44-летнего продавца составлен протокол о административном правонарушении. Выяснилось, что ранее женщина 4 раза подвергалась ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Сотрудниками 3-го отдела полиции установлен 35-летний местный житель, который осуществлял продажу алкоголя из принадлежащей ему автомашины Toyota Allion. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике обнаружено и изъято 10 бутылок водки объемом пол-литра. 2 факта продажи алкоголя из автомашины выявлено во дворе жилого дома по улице Семена Данилова и улице Якутская. Участковыми 2-го отдела полиции совместно с представителями республиканского Минпреда выявлен факт продажи алкогольной продукции без вскрытия потребительской тары в пивном ресторане на территории продуктового магазина по улице Ярославского. На всех выявленных бутлегеров составлены административные протоколы. Верхоянская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном проникновении в жилище, а также в покушении на убийство. По версии следствия, обвиняемый в августе 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в селе Батагай Эвено-Батантайского района, незаконно против воли потерпевшей проник в ее частный дом, в связи с чем она обратилась в правоохранительные органы. На что обвиняемый, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая к потерпевшей неприязнь в связи с ее подачей заявления в полицию, вновь незаконно проник в ее жилище и, имея умысел на убийство, нанес ей не менее 9 ударов, принесенным с собой ножом. 3 удара пришлись в область груди и брюшной полости. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. 20 января 2020 года в Ленскую центральную районную больницу поступил ребенок 2011 года рождения со следами множественных укусов в области головы и туловища. Предварительно установлено, что ребенок, возвращаясь домой со школы, стал жертвой нападения стаи собак. По данному факту прокуратура Ленского района организовала проверку обеспечения безопасности уполномоченными лицами жизни и здоровья граждан на территории населенного пункта, а также полноты и своевременности исполнения мероприятий по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка, проводимая по данному факту на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире России и республики мы расскажем в следующих выпусках новостей.